Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня в эфире АТР программа «Бюгюн». Сегодня это вечерний информационный прайм-тайм на телеканале АТР. Сегодня с вами ведущая Ірина Ромалійська. Та Айдар Муждабаєв. І ось про які теми ми поговоримо найближчі годину та 15 хвилин. Снег сошел довольно быстро, но вместе с ним сошел и асфальт с киевских дорог. Сплошные ямы и бугры. Каждый день водители это видят. Почему это так происходит и когда-либо это изменится? Об этом мы поговорим с советником главы Укравтодора Олександром Кавой. Генпрокуратура передала до суду справу Януковича про державну зраду. Попереду гучний процес. Чого чекати країні? Про це ми розпитаємо військового прокурора, який займається цією справою, Русланом Кравченко. Зачем России наш беглый президент? Своими мыслями на эту тему поделится с нами едва ли не единственный работающий в Москве украинский журналист Роман Цымбалюк. Он же расскажет о настроениях россиян, которые делегировали на Евровидение певицу-колясочнику Юлию Самойлову, которая, как нам известно, побывала в Крыму незаконно. Этой темой мы закончим наш сегодняшний информационный эфир. Розпочнемо наш ефір ми з блокади. Були ввечері гучні затримання, потім поліція відпустила затриманих. І от з нами на зв'язку знаходиться Семен Семенченко. Він зараз у Донецькій області. І хочемо в нього розпитати про те, що зараз відбувається там. Семен, приветствуем вас. Вы нас слышите? Да, я слышу. Семен, расскажите, что происходит сейчас в районе, где установлена блокада, что изменилось за последние сутки и чего нам ждать в ближайшее время? Три основных момента. Я нахожусь здесь еще с народными депутатами на блокпосту в Бахмуте. Здесь готовятся к штурму, есть информация. Пришли местные жители поддержать хлопцев. Те, кто вчера были задержаны, более 40 человек на другом блокпосту, сегодня были отпущены без денег, документов, личных вещей. И их сейчас пытаются задержать опять на блокпостах, говоря о том, что у нас особый, здесь сейчас период, давайте валите отсюда. Весь особый период заключается в том, что пытаются пробить дорогу к своим торговым партнерам Захарченко и Плотницкого, Порошенко и вся его шайка-лейка. Из Славянска идет сейчас колонна патриотов Украины, которые пытаются пробиться через все эти блокпосты на помощь гарнизону блокады. Есть сейчас информация, что было противостояние на блокпосту Славянска, там более 100 автоматчиков пытались колонну остановить, газом травили, была там драка, но стрелять не решились, колонна прорвалась. Есть информация, что несколько людей потравили газом, в том числе народного депутата Просюка. Вот сейчас выясняем. Здесь обстановка спокойная, хотя бухает очень сильно. Там артиллерия работает буквально в несколько десятков километров. Поэтому спокойно, насколько это возможно. А скільки людей в колоні? Что? Скільки людей в колоні, яка йде до вас? Я не могу вам это сказать. Много. Скажите, Семен, а поезда сейчас проходят на том участке, который был зачищен таким образом вчера? Вы не забыли о том, что нам объявили блокаду Захарченко, Плотницкий? Не забыли, что они в лапках национализировали предприятие? Какая там может быть поезда? Я надеюсь, что те поезда, которые были, это те 6 составов, которые на момент начала блокады, 1,5 месяца назад, были остановлены уже при заходе на подконтрольную Украине территорию и все время тут стояли на приколе. Я надеюсь, что провели их. Потому что если вдруг выяснится, что никакой национализации нет, и нет никакой блокады с той стороны, а просто торговые партнеры Порошенко, Захарченко и Плотницкий решили пошалить и повесить лапшу на уши украинцам тем самым, это будет очень печально. Поэтому я надеюсь, что это были те поезда. Пока сегодня я там был, там других поездов не было. Семене, та зброя, яку демонстрував Арсен Аваков, показував, що начебто її забрали у блокувальників. Що це за зброя? Белоцерковские хлопцы приехали, официально оформленная сброя. Все эти там ножи, вилки, что показывали, это из арсенала, не знаю, запугивания. Наверное, Аваков из своего стола вытащил. А вот карабины и СКС – это официально зарегистрированная сброя. Я предлагаю всем украинцам зайти на мою страницу в Фейсбуке. Я выложил там видео, когда 2 дня назад ребята приезжали на блокаду. Их проверили на Славянском блокпосту милиция. Убедилась полиция, вернее, что все в порядке. И выдала им даже протокол, что оружие возвращается.
прекращается. Ну, это потому, что приехал я как народный депутат и прекратил попытки это оружие отобрать. Поэтому это показывали официально зарегистрированную сброю. Наглые лжецы из МВД почему-то забыли об этом сказать украинцам. И я могу сказать, кого, например, там задерживали с этой сброей. Пример. Белоцерковец, 25 лет парню, майдановец, пошел в батальон «Айдар», под металлистом в 2014 году потерял ногу. У него протез, постоянные фантомные боли. Он приехал сюда с протезом. Вот этого человека вчера там били, товкли и так далее. Поэтому... Ну, что я могу сказать? Печально. Печально, потому что, когда вот так брешут украинцам, я вспоминаю все время российское телевидение, непревзойденный мастер лжи. Мы почему-то к этому приближаемся большими шагами. Семен, а насколько жестко относятся правоохранители к участникам блокады? Физически жестко? Смотря кто. Если вот, например, в РОВД непосредственно, ну вот, вчера, например, задержали и развезли по районным отделениям полиции. Селидово, Константиновка, Дружковка, Покровск. Все в порядке. То есть, когда их допрашивали, с ними вели себя корректно. Правда, потом бросили без единой копейки, и пришлось их собирать на такси, но это не важно уже. А есть спецпризначенцы, которые, знаете, получают такое ощущение удовольствия от того, что они их избивают. Я не считаю, что это украинская полиция. Это, очевидно, Аброськин где-то под себя набрал севастопольців і так далі. Тих людей, які зараз займаються блокуванням, є наразі з собою зброя, і що це за зброя? Есть у людей, которые сюда приезжают, официально зарегистрировано оружие, они предъявляют все это на блокпостах. Хочу сказать, что та сброя, что была вылучена, она была неоднократно проверена на блокпостах. Это первое. Второе. Как вы видели, вчера при штурме хлопцы не использовали оружие для самозащиты. Потому что для того, чтобы они начали это использовать, нужно, чтобы ранили кого-то из них. Пока, слава богу, было таких без инцидентов. И поэтому, естественно, когда МВД пытается все время представить их банды озброенных хулиганов, судимых, оплачиваемых, еще что-то, я все время вспоминаю Майдан. Вспомните, все то же самое. Бомжи, алкоголики, асоциальные элементы, работать вам больше надо. Полностью нынешняя власть риторику Януковича переняла, к сожалению. Семен, скажите, пожалуйста, вот сейчас такой момент, что ли, переломный, да? Понятно, что приказ отдан деблокировать дороги, и вы сказали, по-моему, вчера, что если вы уберете один редут, то будет 10 и так далее. Насколько вы готовы расширять блокаду и каким образом вы будете сопротивляться, если, судя по всему, процесс так называемого разблокования продолжится? Вы должны понимать, что блокадой занимается штаб блокады. Это ветераны борьбы за независимость, майдановцы, волонтеры. Я, как народный депутат, делаю все для того, чтобы им помочь. Я буду там, где я им нужен. Нужно будет, вот я сейчас на блокпосту нахожусь, нужно будет, буду ездить физически, защищать когда нужно. Единственное, плохо, что у нас 7 редутов, я не могу находиться одновременно везде. Но одновременно я все-таки хотел, чтобы максимально у хлопцев была безопасность. Поэтому давайте вот эти вопросы все-таки будем решать в порядке поступления. Сейчас мне главное, чтобы без повреждений сильных хотя бы прошли хлопцы, которые идут нам на допомогу. Дальше будем посмотреть. Сообщим вам, когда заблокируем дорогу снова. І скажіть, будь ласка, ще одна інформація, яку оприлюднила поліція, що з 43 осіб 5 раніше судимі, 10 повідомили, що брали участь в антитерористичній операції, проте не надали підтверджувальних документів з цього приводу. Про це пише прес-служба поліції. Хто ці люди, які були затримані? Все люди, которые были задержаны, это ветераны войны за независимость, это майдановцы, неоднократно проверенные на блокпостах. Я предлагаю всем журналистам, у которого есть вопросы, приехать сюда и пообщаться с этими людьми. Не верю ни на йоту брехливому пресс-службе, брехливому руководству полиции. Вспомните вообще все, что связано с блокадой. Сначала нам рассказывали, что мы замерзнем, потом, что у нас не будет света, потом, что у нас остановится промышленность, потом, что нам начнут убивать те, кто потеряет работу. Брехня на брехне. А вспомните, что было перед этим. Нам обещали реформы, нам обещали борьбу с коррупцией, посадить 3 друзей, а то за считанные часы 1000 гривен в день получающий солдат. Брехня на брехне. Почему мы сейчас должны в это верить? Уважаемые журналисты, приезжайте сюда, посмотрите сами. Это действительно хорошие ребята, они абсолютно не скрывают свою историю, они периодически выходят здесь в прямой трансляции. И очень плохо, что те, кто стоял в тылу, когда они воевали, они сейчас пытаются их облить просто грязью, ради того, чтобы их не поддерживал народ. Семен Семенченко, народний депутат України, був з нами на зв'язку. Дякуємо, Семене, що знайшли час. Сподіваємося, до речі, від Семена прозвучали
звинувачення на адресу поліції. Сподіваємося, в цій студії побачити і представників поліції, щоб вони могли відповісти. Ну, а ми переходимо до іншої теми. І у нас в гостях Олександр Каве. Вітаю вас. Добрий вечір. Радник голови Укравтодору. Правильно. Совершенно Бо верно. чекали ми в цій студії міністра Омеляна, і до нього готувалися, до нього в нас багато питань, але так вийшло, що він не зміг, а той блок питань, що стосується доріг, поставимо вам. Да, конечно. Я советник и Владимира Амеляна, так что можем выйти из рамки автомобильных дорог О. и другие виды транспорта тоже обсудить. Також. Скажіть, будь ласка, от зранку поїхала на окружну дорогу, бо там живу поруч і кожен день їжджу. І ми от зняли відео, я сподіваюся, ми зараз його побачимо. І там от ями, гор, знову ями. Зустріли, щоправда, ремонтників. От чому це так відбувається? Коли це закінчиться? Эта ситуация сложилась из-за хронического недофинансирования отрасли. Вот, к сожалению, наше государство выделяло на автомобильные дороги мизер все время. И, по сути, все эти годы мы просто эксплуатировали те автомобильные дороги, которые достались нам в наследство от Советского Союза. Да, какие-то улучшения делались, но если мы сравним объем финансирования дорожной отрасли там, Украины и Польши, там, не говоря уже там, про Германию или Францию, то это просто копейки. Но для сравнения, в Польше ежегодно на автомобильные дороги выделяется только государственного значения, это 19 тысяч километров, 5 миллиардов евро. Для сравнения, у нас на 170 тысяч километров дорог, это дороги государственного и местного значения, например, в этом году выделено всего лишь 14 миллиардов гривен, из которых 7 миллиардов будет направлено на погашение ранее полученных кредитов на строительство дорог под Евро-2012. Нема грошей і попередники. Оце так можна сформулювати. Хроническое недофинансирование отрасли. То есть Що тут, робити? Чи шукають гроші, чи шукають інвесторів? Ну, якось треба виходити з цієї ситуації. Инвесторы в дороге – это сказки, которые нам, к сожалению, рассказывали недобросовестные чиновники. Если мы посмотрим на ту же Польшу, Венгрию, Словакию, да, там были концессионные проекты, но в общем протяженности автомобильных дорог это гораздо меньше 1%. То есть основное бремя финансирования дорожной отрасли на себя должно брать государство. К сожалению, наше государство все 25 лет просто эксплуатировало то, что мы получили от Советского Союза. Ну, сейчас вот, Александр, про Польшу понятно, я немножко знаю эту тему, там Европейский Союз очень много денег выделял. Да, на это. совершенно верно. Да, там полная модернизация была дорожного фонда, ну, там сравнивать не с чем вообще, Да. это другая история, да? Но мы живем в своей истории, и, насколько я знаю, деньги, вот, которые входят в акциз в топливный, они сейчас остаются, вот, например, в Киеве. Вот проговорим про Киев. Нет, они не остаются. В этом году эти деньги идут в общий фонд государственного бюджета, как это было на протяжении многих лет. Де-факто государство просто обманывало избирателей. Те деньги, которые автомобилисты платили при покупке топлива, при покупке автомобилей и запчастей, вот, они шли не на автомобильные дороги, а они шли в общий фонд, в общий доход бюджета и направлялись на все, что угодно. Если сопоставить те средства, которые выделялись на дороги и сколько платили автомобилисты, то, как правило, эта сумма составляла всего лишь 15-20% от тех денег, которые государство получало от автомобилистов. Але та історія, про яку говорить Айдер, це стосується просто тих населених пунктів, де пройшла вже так звана децентралізація? Нет, мы говорим о дорогах государственного значения. А про місцеві дороги Нет, смотрите, у всередині нас в міста? стране есть дороги государственного значения, местного значения. За первые и за вторые у нас отвечает Государственное агентство автомобильных дорог Украины, Укравтодор. Это 170 тысяч километров. Чтобы мы понимали, 50 тысяч километров – это дороги государственного значения, и 120 тысяч километров – это дороги местного значения. Кроме этого, у нас есть еще 250 тысяч километров муниципальных дорог. Это улично-дорожная сеть и дороги в пригороде. За них всегда несло ответственность органы местного самоуправления. Вот. И здесь уже от того, в каком состоянии находится ваша улица, отвечает непосредственно мэр, либо там сельский глава, либо... То есть все, что вот все ямы, которые мы собираем сейчас в Киеве, это ответственность мэра города? Да. За те дороги, которые находятся на территории города, это ответственность мэра Киева и его команды. Як ви оцінюєте за п'ятибальною шкалою стан доріг в Україні?
Ну, это 3 с минусом или 2. То есть, да, ситуация сложная, то есть, а решить ее можно, ну, единственным средством, понимаете? Если у вас в кармане есть там 500 гривен, а вы хотите купить 600-й Мерседес, то вам как-то нужно понять, что это нереально. И нам тоже нужно осознать, что тех денег, которые выделяют сейчас на дороге, это мизер. Вот, например, те средства, которые сейчас предусмотрены в государственном бюджете, их хватит на то, чтобы отремонтировать порядка 700 километров дорог. Это среднетекущим ремонтом, капитальным. Из сети в 170 тысяч... То есть фактически дороги будут разрушаться дальше. Да, ну от недавно... І що робити? Ну от ми кажемо, ну немає грошей, і що? Ну, и вы приходите в магазин, понимаете, это все равно, что вы пойдете в магазин, у вас в кармане 15 гривен, и вы Ні, хотите... якщо я піду в магазин і в мене буде 15 гривень, я піду і буду розуміти, що робити далі. Я буду шукати іншу роботу, я буду шукати, як вийти з цієї ситуації. Ну, Чи шукає держава, як вийти з цієї ситуації? Да, государство ищет, потому в конце прошлого года был проголосован, принят закон, по сути, о создании специализированного дорожного фонда, который должен начать действовать с 2018 года. Вот, и поэтапно те деньги, которые платят автомобилисты, они будут направляться на дороги. В 2018 году 50% средств, которые будут оплачены автомобилистами, будут направлены на дороги. В 2019 75%, в 2020 это уже будет 100% средств. При этом этот дорожный фонд будет распределяться таким образом, что 60% будет направляться на дороги государственного значения. Это, по сути, та сеть, которая берет на себя порядка 70% трафика между населенными пунктами. 35% будет направляться на дороги местного значения, на 120 тысяч километров. И 5% на мероприятия по повышению безопасности. Также дороги местного значения будут передаваться с центральной власти на уровень областей. То есть в этом году должен пройти процесс передачи дорог местного значения областным государственным администрациям. То есть с 2018 года уже ответственность за состояние этих дорог будет ложиться на местные органы власти. Як фінансування, звідки в них Ну, буде? опять же, 35% средств дорожного фонда, плюс те деньги, которые есть у органов местного самоуправления. Например, на конец прошлого года, вот в декабре месяце, у органов местного самоуправления на счетах в коммерческих банках было порядка 70 миллиардов гривен. То есть мы с вами удивляемся, вот почему они не тратят деньги на инфраструктуру. То есть они ждут от государства централизованных каких-то решений, сами на этом экономят, так? Ну, они просто не хотят эти деньги тратить. Они пытаются получать какие-то проценты в коммерческих банках вместо того, чтобы развивать современную инфраструктуру. То есть деньги, строить школы. то есть дороги наши в банках лежат? Ну, не только дороги, любая инфраструктура. То есть, ну, понимаете, когда у органов власти на местном уровне есть деньги, они их не тратят, ну, это просто преступно, по сути. А давайте послухаємо, що кажуть люди. От ви кажете на 2 бали чи то на 3 з мінусом, а ми поспілкувалися сьогодні з водіями, як вони оцінюють стан доріг. І ставила я їм ще питання, що б вони хотіли запитати у міністра Омеляна, якого ми чекали. Давайте послухаємо. Ні одної дороги немає нормальної. Все в ямах, в ямах, в ямах. А от якщо порівнювати там з минулим роком, 2 роки тому, 3 Раніше роки. чуть-чуть щось було краще, ну зараз зовсім де тільки не їдеш, все ями, ями, ями. От якщо б звернулися до нього, то що б йому сказали? Слова немає, що сказати. Состояние же дорог после зимы понятно, что асфальт весь разбитый, поэтому пусть быстрее чинят. Да, и всё. А если сравнивать, например, с прошлым годом, позапрошлым, 2 года, 3 года назад? Да я, честно, не помню, но после зимы всегда ямы быстрее, может, оперативнее надо это все убирать и все. Нет, кстати, то, что положили перед зимой, вот асфальт, он до сих пор хорошо держится. А вот этот асфальт, который 2-3 года назад, он совсем ушел. Коли хоча б чуть-чуть покращиться робота, кожен день ходову робимо, на СТО їздимо, ужас просто, невозможно їздити. Я не знаю, куди вони взагалі дивляться, за що їм гроші платять, зарплату там і все остальне. А якщо просто- порівнювати там, наприклад, минулоріч, 2 роки тому, 3 роки тому? Ну я 2 роки, 3 роки починав їздити, якби дороги були, в принципі, ну, не в отличному все, ну можна було проїхати, обминути хоча б до тої ями. Зараз взагалі, ну, везде ями.
то 95-й квартал, да, когда все смеялись над тем правительством и теми дорогами, то тогда можно было молиться на те дороги. То, что сейчас происходит, так это вообще просто уже хуже вообще некуда. Что основное? Основное это все. Как бы ямковому ремонту были бы просто рады уже. Ну, вот так вот. Просто хочется остановиться, вот так вот стать или лечь на ту дорогу и просто, ну, хоть чтобы что-то происходило. Ну, как можно до такой степени страну доводить просто? Как бы. Какой совет дать автомобилистам? Просто аккуратнее ездить до 2020 года, когда фонды дорожные будут наполнены? Ну, объективно ситуация с дорогами, вот, например, в этом году, если будет отремонтировано 700 километров, там при оптимистическом сценарии, если будут выделены дополнительные средства, можно будет отремонтировать 2000 километров дорог, но опять же мы с вами понимаем, что и 170 тысяч, то есть это порядка 1%. То есть такими темпами, чтобы дорожная сеть улучшилась, нужно столь... Совершенно верно. Ну, давайте тогда поговорим о дорогах, которые не нужно ремонтировать, да, которые можно только открывать. Это воздушное пространство, и, ну, дай бог, скоро все украинцы получат возможность летать без виз, ездить в Европу. И, насколько понятно, Министерство инфраструктуры к этому готовится. Да? И заявлено, что вот завтра будет пресс-конференция в Киеве, во Львове, насколько я понимаю, да, о том, что к нам приходит один из крупнейших мировых авиаперевозчиков лоу-кост-класса. Это компания Ryanair. Да? Но это важно, правда. Расскажите, насколько будут низкие цены, потому что уже пишут, что цены, как и на обычных авиакомпаниях, там будут. Ну, и насколько легким станет путь физически украинцев в Европу? Смотрите, выход Ryanair на украинский рынок – это действительно большой плюс. Это новые возможности для пассажиров, новые рейсы и новая конкуренция на направлениях, а, соответственно, более доступные цены. Но нужно понимать, что авиация везде в мире является самым дорогим видом транспорта. И лоукосты от традиционных перевозчиков отличаются, как правило, только агрессивной маркетинговой политикой. И средняя цена у лоукоста и у традиционного перевозчика отличается не настолько существенно. Это сумма порядка там, 15, 20, 25%. Хорошо, по-другому задам вопрос. Вот в Европе, чтобы прилететь из Лондона, допустим, в Будапешт, часто нужно там 40 евро, 20 евро Смотрите, и так опять далее. же, вы правильно говорите «часто», потому что авиакомпании используют так называемое динамическое ценообразование. То есть, Але можливо, в Україні неможливо. Нет, смотрите, да, возможно. Но, опять же, не всегда у вас есть такая возможность. То есть вы увидите эту цену на сайте авиакомпании. Вы можете купить на какой-то отдельный рейс, у которого, как правило, там либо неудобное расписание, либо в этот день у него низкая загрузка. Вот. Но низкие тарифы есть только на те рейсы, где есть и возможность продать высокие тарифы. Например, если у вас себестоимость одного кресла на маршруте из Варшавы в Мадрид 150 евро, и если вы предлагаете 20 билетов по 10 евро, это значит, что вы должны продать еще 20 билетов по 290 евро. Эту цену вы нигде не увидите в рекламе, вы ее только увидите, когда будете покупать билеты. Зрозуміло. Так работает рынок лоукост Ryanair з перевозок. якими розцінками заходить? Ну, это маркетинговая политика авиакомпании Ryanair. Я думаю, что вначале, конечно, будут промо-тарифы, чтобы привлекать пассажиров. Мы помним, когда на украинский рынок выходила авиакомпания Wizz Air в 2008 году, они, например, предлагали перелеты там, от 80 гривен, что было очень доступно и очень классно. Но это был промо-тариф, который действовал всего лишь несколько месяцев. Потом цены будут повысились. Ну, Wizz Air, до речі, зараз заявляє про відкриття нових маршрутів в Україні. Так, і пишуть, що 579 гривень коштують у нас до Люблина, мені здається, Познані. Такі розцінки. І заходить ще одна компанія і буде летіти до Америки, до різних штатів, до різних Нет, міст. это немножко искаженная информация по поводу второй компании. Это просто маркетинговое сотрудничество между двумя авиакомпаниями. То есть авиакомпания «Контор» летать в Украину не будет. Это так называемая Leisure Airline немецкая. Раньше это было подразделение Люфтганзы, которое возит пассажиров по местам отдыха из Германии. Вот, и в партнерстве с одной из украинских авиакомпаний просто будут продавать билеты с возможностью пересадки во Франкфурте на Майне и в других городах Германии. Щось зміняється в цьому ринку? Да, рынок растет очень динамично. А чому це стається? Ну, тобто, був же ж такий застой, не було
лоукостів, тих самих. Сейчас взрыв же ожидается, так, пассажирский, я понимаю? Да нет, взрыва не будет однозначно. После отмены визового режима не будет? Ну, смотрите, хорошо, взрыв на да. рынке бывает только, когда растет благосостояние граждан. Поскольку авиация, как я уже говорил, это самый дорогой вид транспорта, даже в лоу-кост сегменте. И, как правило, если мы посмотрим корреляцию уровня благосостояния и мобильности населения по авиации в странах, то чем выше благосостояние, тем выше мобильность То есть населения. Украина не очень привлекательна даже для лоукостеров пока? Ну, сейчас она привлекательна, но это не будет какое-то мега-массовое явление. Опять же таки, повторюсь, что лоукост это не всегда так дешево, как казалось бы. Потому что по промо-тарифам экономики авиакомпании невозможно сделать. А нужно понимать, что авиакомпания это тоже бизнес, нацеленный на получение прибыли. Это не благотворительная организация. Это понятно, но мы уже обрадовались, что вроде бы цены будут более доступные. Цены будут доступны, но, опять же таки, перелет там из Украины в Европу не может стоить там 10 гривен там, или там даже 10. 20 евро, 40 евро. Ну, это промо-цены, это не регулярные цены, по которым вы сможете покупать билеты. Более того, как показал опыт других лоукост авиакомпаний, которые летают в Украину, как правило, у нас лоукосты на украинском рынке не дают большую дисперсию тарифов. Из-за того, что у нас сложно продать очень дорогие билеты, соответственно, у нас не предлагаются и очень дешевые. А, вот из-за этого, Да, механизм вот этот понятен. Да, потому что, ну, но кто-то дешевый- должен компенсировать дешевый тариф. Да, кто-то его должен компенсировать. Если нет пассажиров, которые готовы заплатить очень дорогую цену, то авиакомпании нецелесообразно предлагать и очень дешевую цену. Ну, это экономика, это, ну, повторюсь, авиакомпании это не благотворительная организация. То есть Олександра, ще хочу запитати у вас наостанок те, що хотіли запитати в пана Омеляни. Не пустили його до Сполучених Штатів Америки, не пустив, як я розумію, саме Гройсман, бо в його пості, де він сповіщав про те, що його не пустили, заборонили йому виліт до США, він писав про Вінницю, натякаючи, що це було рішення прем'єр-міністра. Вам відомо чому? Ну, это было политическое решение, действительно, со стороны премьер-министра. Вот. Почему, к сожалению, мотивация такого решения мне неизвестна. Конфлікт розгорається? Я думаю, нет. Я думаю, все-таки, что конфликт идет уже на убыль. Это, к счастью, поскольку все-таки органы власти должны работать в хорошей координации. Тобто після того вони зібралися і сказали, давай не будемо більш так поводитися на засіданнях Кабміну, як поводився Гройсман, натякаючи на те, що Омелян не може керувати Укрзалізницею і таке інше. Ну, Тобто було якесь примирення? Решение, которое было принято по поводу Укрзалезницы, мы понимаем, оно принималось с голоса, то есть это решение не обсуждалось, и даже если была целесообразность в смене управляющего органа Укрзалезницы, там, от Мининфраструктуры к Министерству экономики, должно было пройти публичное обсуждение, должны были быть высказаны общественности причины, почему это происходит. А когда решение достается из-под полы и вносится с голоса, ну, наверное, в демократическом обществе нам бы таких решений видеть не хотелось. Нам бы хотелось видеть публичное обсуждение и понимать, почему правительство инициирует подобные решения, почему оно принимает. Поскольку Чи буде мы примирення? являемся... Чи буде примирення, чи скандал розгорається, ви нам так і не відповіли відкрито. Але ми вам дякуємо, що ви прийшли до нас на ефір. Спасибо большое за Олександра приглашение. Кава, радник міністра інфраструктури, радник голови Укравтодору, був гостем нашої програми. Ми лишаємо вас на кілька хвилин, йдемо на рекламу і повернемось.